28 апреля в Турции были задержаны два туркменских блогера-активиста – Алишер Сахатов и Абдулла Урусов. Их арестовали в городе Синоп, после чего отправили в депортационный центр в Анкаре. Активистам предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства и предложили подписать согласие на добровольную депортацию. Оба отказались подписывать какие-либо документы без присутствия адвоката и объявили голодовку в знак протеста. Сахатов вел YouTube-канал «Иркын Гараыш. Свободное мнение», где освещал случаи коррупции и нарушения прав человека в Туркменистане. Урусов также публиковал материалы о злоупотреблениях туркменистанских чиновников. Правозащитники опасаются, что в случае экстрадиции на родину им грозят пытки и длительное заключение. Семьи задержанных и правозащитные организации призывают международное сообщество вмешаться и предотвратить возможную экстрадицию. Если его отправят в Туркменистан, его убьют там. У меня 4 детей, я не знаю, что делать. Его там запытают и убьют, и даже тело не выдадут. Дети в ужасном состоянии, они все понимают, они видели сами, как его задержали. Они просто остались плакать, когда его забрали. Те активисты, которые находятся в Турции, они не особо обладают деньгами. Не всегда хватает даже на нормальное проживание, поэтому нам помогают ребята, такие же активисты, которые находятся в Европе, в Америке. Мы скидываемся, нанимаем адвоката. На данный момент мы наняли адвоката, который усиленно работает над их ситуацией. Ранее из Турции уже были депортированы другие туркменские оппозиционные активисты. Некоторые получили суровые тюремные сроки. По их словам, Анкара задерживает и тайно передает туркменским спецслужбам даже тех, кто получил статус политического беженца. Активисты считают, что волна экстрадиции может быть связана с интересом Турции к строительству газопровода в Туркменистане. Туркменистан остается одной из самых закрытых и репрессивных стран мира. В стране нет свободных выборов, независимых СМИ и реальной оппозиции. Интернет строго контролируется, а за критику властей можно оказаться за решеткой на долгие годы.